кимді гаеплерге ярамы, ничего, чунки то, что на сегодняшний день находятся мечети, в каком положении, это позор вообще для Татарстана, для нефтяной республики, это позор. Это стыд и срам. В общем, эти месседерны. В общем, это позор. Это позор нашему вышестоящему руководству, президенту, правительству. Это стыд и срам. При наших природных богатствах, при наших непосредственно возможностях, почему Саратов, российский регион, 250 детей проводят лагерь, один заезд, а мы, извините за выражение, вот бултыхаемся, в собственном соку варимся. Почему там форумы проводят? Почему там идет активность, деятельность? Почему? Потому что есть непосредственно лидеры, есть люди, которые заинтересованы непосредственно в развитии своего народа, своей нации, религии. И они находят, и они требуют, и пользуются всеми возможностями. Поэтому на это нужно очень серьезное внимание обратить. Хазрат, вот лидер дедегес, көптен түгел общественный палатаға сайлау өтті, выборы на общественный палату, именно. Анда мөфти де кірген еді. Һәм ул үтә алмады, хәтта беренче өчлеккә дә кирә алмады. Ни өчен шундый аппарат бар, аның ярдәмчеләре бар, масс-медиа бар инде. Шундый мощный инструментлар белән дә мөфти абруй. Это была чистая провокация для чего? Для того, чтобы подставить муфти и непосредственно его унизить в глазах общественности. Всего-навсего. Угу. Почему? Потому что на самом деле һәр кешенең үзенең башы бар. У каждого есть своя голова. Ко мне приходят, мне говорят, давай мы тебя депутата сделаем, давай мы тебя там этим лидером там фракции сделаем, давай мы тебя там это. Но убить Нарсягал, это ведь Вазафе, Алсан, она ведь не, она ведь, и надо его оправдывать, во-первых. Во-вторых, подниматься-то, как говорится, легко, а падать больно. Поэтому, скажите, что сделали лидеры духовенства, находящиеся в этой общественной палате? Что они сделали для уммы? Перечислите. Кемне хазур утартабус. Вот если вот открытую пойдем говорить, да? Кто если на сегодняшний день, какая есть альтернатива Камилю Хазрату Самигуллину? Если мы взяли курс непосредственно по образованию, если мы взяли курс по социальной работе, кишлер, килдилер, утырдылар, ишлилер, Аллах Таала рахмат әйтергә кирәк. Их наоборот, их только надо непосредственно стимулировать, их только надо аларга килергә кирәк, әйтергә кирәк. Шлай, былай эшләгез, корректировать надо, помогать надо. Муфти такой, муфти сякой. Каждый это может. Критика, она... А попробуй решить те или иные вопросы. На самом деле, они же остаются. Они остаются. Пропиарились, покричали, заявили о себе. Заработали очки какие-то там, да, защитили, диссертацию защитили, да. А что, толк, что дальше? Где эти люди? Почему они сейчас не ходят? Почему они не решают эти вопросы, не педалят эти вопросы? Почему круглые столы не организовывают? Критика, негатив, он только на руку врагам. Нам нужно созидать, нам нужно прорабатывать, нам нужно действовать. Вот что нам нужно. На сегодняшний день. Татарларның хазар ин яхшы вакыты. Золотой век сейчас у татар. Все возможности даны для того, чтобы работать. Валлахи билляхи таллахи. Клянусь Аллахом говорю. Я лично пришел в духовное управление, учебный отдел, сказал, я хочу проводить лагерь.
помогите. Все дали. Программу дали, объяснили, сам непосредственно начальник отдела учебного. Айдар. Bütün su yardım ettiler. Buluşalım. Проблемалар yok. Проблемалар yok. Если ты грамотно работаешь, если ты правильно работаешь, имам Агзам Абу Ханифа мазхаб буйынча, біздің традиция буйынча, никаких проблем нет. Никаких проблем нет. Проблемы возникают те, кто непосредственно что-то делают, подмен веществ делают. То есть пытаются завуалироваться, пытаются там что-то свое пропихивать, проталкивать. Конечно, у таких возникают проблемы.